министр обороны Республики Абхазия. Парадный расчет Вооруженных сил Республики Абхазия и дружественных стран для парада в ознаменовании 30-й годовщины Победы в Отечественной войне народа Абхазии построен командующий парадом генерал-полковник Свижба. Строгий взгляд, упорство и волевой характер. Первый заместитель министра обороны, генерал-полковник, кавалер ордена Леона командует торжественным парадом к юбилейной годовщине Победы в Отечественной войне народа Абхазии. Это сейчас мирное небо над головой и гордо развивающийся флаг. Но тогда, 30 лет назад, он вместе со своими товарищами, молодой военный, готовы отдать все ради независимости и любимой Апсны, которая находилась в смертельной опасности. Генерал умею. А? А генерал хуё. А генерал was изо. Шинцом лире. А, Шинцом. Сио и халфа. Шинцом. А? Бату и халфа. Сара Санкарту. Саши кучи. Находит того. Você viu lá dentro? Bicho. Он я уж паю. Сразу он при. Шесть там. Пешка. Он говорил газу. Он говорит, что Что было мне да амчика. Амчко. В 1992 году молодой парень из села Лашкиндар, уже отслуживший в рядах советской армии в Приволжско-Уральском военном округе и командир взвода роты специального назначения Абхазской гвардии Беслан Свижба, идет в бой. Он знает, что впереди ждут трудности, но, как и его товарищи, твердо уверен, что победа будет за абхазской армией. За время Отечественной войны народа Абхазии он дважды был ранен. В декабре 92-го Беслан Свижба и Мушнихварские вместе с товарищами отражали атаку противника в селе Лашкиндар. Тогда, во время боя, снаряд, попавший в Мушни, оказался для героя смертельным, а отлетевшие осколки впились в голову Беслана Свижба. С того дня и ныне они находятся там. В этой войне было трудно, но, однако, к счастью, были люди наподобие Беслана Андреевича, подготовленные люди. И оно нам дало возможность вступить достойно в эту войну. Осколки в голове, как и воспоминания о войне, генерал-полковник носит всегда в душе и в сердце, в своей памяти. О своем боевом пути и событиях тех страшных дней никогда не говорит. Грузинские гвардейцы сожгли родное село Лашкиндар, а вместе с ними отчий дом. Грузинская артиллерия бомбила населенные пункты и стреляла в местных жителей. Во время бомбежек люди пытались укрыться в более безопасных местах. В июле 93-го снарядом грузинских оккупантов убила 14-летнюю сестру Беслана Свижба, которая находилась в селе Чулов, где ее пытались защитить родные от непрекращающегося огня врага. Послевоенное время с 93 по 94 год Беслан Свижба – заместитель начальника отдела боевой подготовки Министерства обороны, а затем и командующий противовоздушной оборонной абхазской армии. Он смог организовать слаженный коллектив, который полноценно справлялся со своими задачами. Беслан Свижба – участник Ладской наступательной операции, операции по ликвидации грузинских вооруженных формирований на территории Галского и Гулрыбжского районов. В апреле 2008-го он начальник разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных сил Республики. Принимает активное участие в освобождении Кадорского ущелья. Послевоенный период, возглавил противовоздушные войска, был командующим долгое время во всех операциях по зачистке формирования в Гальском районе и в сопредельных селах. Всегда участвовал. Я не слышал, чтобы он где-то пробуксовал или не пришел, или не участвовал в полном объеме. Конечно, сегодня он возглавляет один из таких ключевых, является первым заместителем министра обороны, человек с
характером, человек слова. Мы познакомились в 1994 году, когда была осуществлена Ладская операция. И практически с тех пор дружим. Мы уже 31 год. С юбилеем Беслана Цвижба поздравляют из разных городов и стран. У него большой круг друзей, ведь умение дружить и приходить на помощь – одно из самых главных качеств генерала-полковника. Он в ряду первых вместе с товарищами прибыл в Южную Осетию в 2004 году, когда грузинские вооруженные силы вновь подошли вплотную к государственной границе республики. Именно там они и познакомились с Ибрагимом Гасеевым и Иналом Бакаевым, а уже после вместе учились в Академии Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации на высших академических курсах по военной безопасности государства. С тех пор дружат и приезжают друг к другу в гости. Достойно, мощно себя показывал как истинный патриот своего народа. И то же самое, как Южная Осетия. Вообще с ним связано очень многое. Объединение наших друзей, наших народов. Это он вложил огромный вклад в этом тоже, потому что в некоторое время, да, вот, когда общались, через него многие познакомились друг с другом и до сегодняшнего дня не общаются. Они очень близкие, поэтому я думаю, что Беслан Андреевич тоже принял активное участие именно в том, что в объединении наших народов, так скажем. Родом с Южной Осетии. Приехали к своему брату на день рождения, на юбилей. Хочу пожелать ему в этой жизни самого хорошего, с семьей, с близкими. Беслана Андреевича мы познакомились, когда в 2004 году он первым приехал в Южную Осетию в лице добровольческой миссии. И вот так познакомились мы с Бесланом Андреевичем. Вот. И хочу сказать, что в лице Беслана Андреевича мы полюбили абхазский народ. Служить Родине и защищать ее в крови у семьи Цвижба. Первый заместитель министра обороны Беслан Цвижба, потомственный военный. Его дедушка Андрей Цвижба – всадник знаменитой абхазской сотни, участник Первой мировой войны. Его отец тоже Андрей Цвижба, ветеран Великой Отечественной войны. Дважды награжден орденом Красной Звезды и медалями за победу над Германией, освобождение Праги и Берлина. По стопам родных пошел средний сын Беслана Андреевича Салман и племянницы Сарея и Селма Цвижба Лана Агарба. Уже было заложено стать военнообязанным, военным человеком. Я даже не раздумывая решился на это. Я учился в военном университете Российской Федерации в Москве и проходил там и службу, и учение. Учился в военно-прокурорско-следственном факультете благодаря своему отцу, благодаря его заложению в моем характере дисциплины, воли к образованию. И я ему очень сильно благодарен за этот большой опыт. И в подростковом возрасте я участвовал в разных военных лагерях. Во мне это было уже заложено, и я, много не думая, решился на поступление в военный университет. И сейчас на данный момент я тоже работаю в военной сфере, если быть точнее, в миграционном управлении ГМСРА. И во всем я благодарен отцу. Беслан Цвижба прошел большой воинский путь, удостоен множества наград ордена Леона, ордена Мужества, медалей за победу, медалей Министерств обороны Абхазии, России, Приднестровской Молдавской Республики, Республики Южной Осетии, общественных и ветеранских наград России. Сегодня он первый заместитель министра обороны. Беслан Цвижба также на связи с теми, кто сегодня воюет на Донбассе. Всегда и за советом, мы постоянно, в неделю, раза 3-4 мы обязательно по телефону общаемся. С ним, с министром обороны, да, ребята там, которые вот рядом окружают генеральный штаб весь его, да, вот, и он спрашивает про войну, мы вот, 5-я война в моей жизни, да, и живой, и здоровый пока, вот, поэтому
спрашивают, интересуются, как, что, как пацаны, есть ли наши там, кто там, что там, почем. С героем России Александром Пегишевым они знакомы уже очень давно. Помимо военной службы их связывает немало теплых историй. Познакомились мы с Бесланом Андреевичем на войне, будучи молодыми, вот, здесь, в Абхазии. Вот. Я бы очень хотел бы эту историю рассказать. И когда-то на московском телевидении, да, «Добрый вечер, Москва», передача такая, мы с ним после войны встретились первый раз. Он тогда подполковником был, начальником разведки. Я был старший офицер управления командующего ВДВ. И когда-то в базовом лагере у Беслана Андреевича в палатке украли колбасу. Вечер вел Харатян и Маликова Лена. И когда режиссер узнал, что когда-то мои украли колбасу, я хочу ему сейчас эту колбасу вручить, уже отдельно, ну, как бы не после нас съемка шла, вот, сразу зацепились за этот факт. И когда Беслан Андреевич сидит за столом, и ему говорят, что Беслан Андреевич, тут есть гвардеец один, хочет признаться в утере вашей колбасы и возместить ущерб. Вот. Это было лет 20 назад уже, если не больше. Вот. И с тех пор мы как бы рука об руку, вот, и контачим, и совет спрашиваем, и в гости приезжаем, дружим. Беслан Андреевич уделяет большое внимание формированию касты кадровых абхазских офицеров. Сегодня многие молодые солдаты из Абхазии учатся в лучших военных учреждениях Российской Федерации. Российская Федерация все делает для того, чтобы наши военнослужащие обучались в стенах училища, академии. Вот. На сегодняшний день у нас и по образованию, значит, достойно получают образование в академиях, Академии Фрунзе, в академиях Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации. Все есть возможности, ну и по оснащению, по всем. Подписаны соглашения в соответствии с подписанными соглашениями, договорами. Идем вперед. Подготовка личного состава идет, есть план мероприятий. Вот, и, конечно, будем укреплять обороноспособность нашего государства. В этом никакого сомнения даже нет. Уважаемый Беслан Андреевич, от имени слушателей Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации позвольте поздравить вас по случаю вашего дня рождения и юбилея. Ваш жизненный путь, ваша преданность национальным интересам нашего государства – это яркий пример безупречного выполнения воинского долга. Для многих поколений вы являетесь образцом исключительной порядочности, ответственности и трудолюбия. На Беслана Андреевича равняются молодые военнослужащие. Он пример того, как нужно служить Родине, говорят они. Первое знакомство с Бесланом Андреевичем было в бытность его командующим противовоздушной обороны наших вооруженных сил. И это сразу вот это впечатление, да, высокий, статный такой, как говорится, подтянутый молодой офицер, на которого хотелось равняться. Ибо он всем своим видом, да, и своим поведением говорил о том, что вот служба Родины – это прежде всего основа основ. Вот. Затем, с течением времени, его назначили первым заместителем министра обороны, а вот тот отдел, в котором я служил, здесь при Министерстве обороны, как раз подчинялся ему. И вот более 10 лет под его началом все мероприятия боевой подготовки, как говорится, планировались и проводились на самом высоком методическом уровне. Генерал-полковник Цвижа Беслан Андреевич, он является ветераном Отечественной войны народа Абхазии. Мы с гордостью смотрим на это, и очень для нас это очень значимое. И он еще кавалер ордена Леона. И личный состав мы также, когда у нас призываются молодые, когда мы характеризуем наших военачальников, старших начальников, мы однозначно подчеркиваем, и чтобы личный состав тоже понимали, какие у нас старшие начальники, руководители наши. Беслан Андреевич также является
курирует он Сухумское высшее психолого-командное училище долгое время уже, долгий промежуток времени. Лидерство, храбрость, стратегическое мышление, ответственность, эмпатия и человечность. Именно эти качества выделяют большой круг друзей генерал-полковника. Но самое главное – это патриотизм и любовь к родине. Военные профессиональные качества у него очень высокие. Он требовательный, он справедливый. И в то же время я всегда говорила и буду говорить, то, как он управляет своим личным составом нашей боевой подготовки, где я служила, просто нужно взять и писать руководство по нему. Это отношение его как человека к нам, к его подчиненным, как к людям. Он всегда войдет в положение, он никогда не откажет ни в одной просьбе. С 2012 года я в подчинении у Беслана Андреевича, и я не помню ни одной просьбы моей личной, как человеческой, которая была отклонена. Это искренне, это правда все. Были в жизни очень многие обстоятельства, и он всегда стоял рядом, как начальник, как, я могу сказать, как старший брат, как друг. Вот такие у него человеческие качества и профессиональные. Это его безупречный патриотизм, преданность народу и стране. Это вот самое главное. Но это же неспроста, он же с детства воспитан так. И с молодости начал, еще с командира взвода отдельного полка внутренних войск, начал службу. И не так просто, и не каждый способен пройти такой огромный жизненный военный путь, чтобы стать и вырасти до такого вот уровня такого военачальника. Не так просто. Это очень глубоко профессиональный человек, во-первых. Ну а так в целом очень доброжелательный, очень интересный собеседник, очень отзывчивый, хороший друг. Несмотря на свои многочисленные заслуги, он никогда не рассказывает о своих подвигах и практически не дает интервью. Природная скромность не позволяет этого делать. Какой твой папа? Принципиальный. А с ним рядом находишься, чувствуешь себя уже как-то увереннее. Достойный сын своего народа. Он очень предан. Он предан родине, он предан друзьям, он предан семье. Действительно, Беслан Андреевич предан не только родине, но и своей любимой семье. Генерал-полковник, отец 3 сыновей. Мать Беслана Андреевича, Асида Гурзолия, поддерживает сына на протяжении всей жизни. Для генерала-полковника эта поддержка бесценна. Беслан, с днем рождения! Я желаю вам счастья, здоровья и любви. Хранит вас Господь. Он старается для нас всех, чтобы все было хорошо. В свой день рождения он, как обычно, пришел на работу в родное Министерство обороны служить своей стране. Ведь у Беслана Андреевича такая профессия – родину защищать. И здесь не бывает выходных и праздников. Продолжаем служить нашему народу, отчизне нашей.